81 год со дня рождения Сан Саныча. Сегодня вспоминают народного учителя СССР Александра Католикова. Долгое время он руководил школой-интернатом в Сыктывкаре и успел подарить счастливое детство тысячам ребят. А еще разработал подход воспитания через труд. Ксения Лосева о человеке с огромным сердцем. Сегодня в кабинете Александра Александровича Католикова все предметы лежат ровно там же, где когда-то оставил их сам учитель. Портфель, фотографии, личные заметки и, конечно, письма. Их директору школы-интерната дети писали и после того, как уходили во взрослую жизнь. Делились самым сокровенным и, конечно, говорили о том, что очень скучают по семье, которую Католиков подарил тем, у кого ее не было. Все ребята говорят, что это наш путь. То есть товарищ Католиков, Сан Саныч, папа говорили, что он ведет в дорогу дальнюю, дает дорогу в жизнь. Да. О народном учителе СССР написано и снято многое, но все-таки лучше всего о нем говорят сами дети. Сан Саныч, батя и даже папа. Он сумел стать самым близким человеком и другом для тех, кто остался в этом мире совсем один. Был рядом всегда, и в трудные, и в радостные минуты. Здесь у него была потайная комнатка. Потайная комната, когда у наших воспитанников, детишек, ребятишек день рождения, Александр Александрович всегда вызывал своего ребеночка и говорил, открывал эту волшебную комнату и говорил: выбирай подарки. Сердце Сан Саныча принимало всех, кто нуждался в защите. Он и сам всегда говорил, что все дети наши, и мы все за них в ответе. Такое трепетное отношение не могло быть невзаимным. Тому подтверждение и сотни фотографий. Почти на всех он в окружении ребят. Например, на этой встрече с детьми из Афганистана. Они приезжали в Коми в 90-х годах на отдых. Дети захотели по велосипеду увезти в Афганистан. А такое было трудное время, ничего не было. Но Александр Александрович нашел ресурсы, и каждый ребенок уехал с подарком, с велосипедом. И это настолько трогательно. В школе-интернате Сан Саныч проработал больше 20 лет. За это время успел воплотить в жизнь многое. Все, что построено вокруг основного здания, делалось под его началом и, что важно, вместе с воспитанниками. С самых ранних лет Сан Саныч приучал детей к труду. В Межадере до сих пор сохранилась загородная база детского дома. Мы любим ездить на санках, на коньках кататься, у нас есть свой каток. Любим гурьбой нестись, в сугробы прыгать там. Мы любим на ватрушках. У нас есть большая горка, которую построили, собирают ее зимой, и мы катаемся. У нас есть ватрушки, и когда мы спускаемся, просто все налетают на эту ватрушку, катимся и падаем на все стороны. Традиции, которые много лет назад заложил Сан Саныч, его методы воспитания и, главное, безусловная любовь к детям работают до сих пор. Сегодня, когда ему мог бы исполниться 81 год, у его памятника собралось сразу несколько поколений, для которых он всегда был и будет особенным человеком. Его такие простые и в то же время глубокие слова о том, что нужно спешить быть добрыми, не перестанут быть актуальными никогда. Ксения Лосева, Евгения Розова, Олег Костромин, Роман Боровиков, телеканал Юрка.